Коми будут объединены усилия для решения экологических проблем региона. К вопросу привлекут самих жителей республики. Об этом стало известно на заседании экспертов в сфере экологии и общественников в Ухтинском государственном техническом университете. Республиканские власти готовы оказать экоактивистам из народа всестороннюю поддержку. Было сказано очень хорошо по поводу того, чтобы каким-то образом финансировать затраты общественников. Если мы хотим широкого привлечения общественности к экологии, к защите экологических дел, то, естественно, надо им помогать. Сегодня экологические организации нуждаются в качественной независимой экспертизе, в лабораторных исследованиях, в юридической поддержке, в конце концов. Ну и, скажем так, такая сформировалась общность, которая уже в республике вроде как готовы работать именно отталкиваясь от экологической проблематики, не политизируя ее. На заседании прозвучала и новость о создании первой в России группы дипломированных общественных экологических инспекторов. Их подготовка пройдет на базе Ухтинского университета. Группу сформируют из волонтеров различных общественных программ и организаций республики. Окончив курс, инспекторы и общественники получат соответствующий диплом от университета и удостоверение от Росприроднадзора. Выберут участников на конкурсной основе. Возникла идея провести конкурс среди жителей наших северных регионов, где расположены нефтепромысловые организации, там, где ведут добычу и газа, и нефти, и прочих природных ископаемых, выбрать среди местных жителей, среди местных активных граждан тех, кто на безвозмездной фактически основе с полной отдачей и с пониманием предмета включится в работу по выявлению таких мест, где действительно нужна уборка. Кроме того, на заседании прозвучало предложение создать общественную организацию эко-волонтеров. Среди актуальных задач, которые должна решать новая организация, качественный мониторинг состояния окружающей среды региона, разработка новой методики качественного выявления нефтеразливов, их фиксации, составление полноценной заявки на проведение специализированного расследования для Росприроднадзора, выработка рекомендаций органам исполнительной власти и профильным ведомствам, работа с соцсетями и федеральными СМИ.